Всем привет, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей». Сегодня я расскажу про ЛДЖ Камский. ЛДЖ Камский. Персонаж в игре Detroit Become Human. Камский — основатель компании Киберлайф и создатель Тириума-310, химическое название биокомпонента, также известного как голубая кровь. Ученые, чьи открытия сделали возможным создание андроидов, захват движения, голос обеспечил Нейл Ньюгибон. ЛДЖ Камский окончил Колбриджский университет по направлению искусственного интеллекта. Его преподавателем была Аманда Стерн. В 2018 году в возрасте 16 лет, сразу после окончания университета, Камский основал Киберлайф. Молодой ученый переехал в Детройт с целью создать первого разумного андроида, который стал бы для людей помощником. Детройт был выбран, потому что в нем можно было приобрести недвижимость под коммерческие нужды по низкой цене. Камский потратил годы на разработку прототипа андроида, прежде чем сделав два революционных открытия. Ими стали голубая кровь, она же Тириум-310 и их биокомпоненты. Любопытно, что Камски удалось открыть Тириум-310, даже не будучи химиком. В 2022 году, когда Камски был 20 лет, Киберлайф совершила технологический прорыв, создав первого андроида, прошедшего тест Тьюринга. Андроид по имени Хлоя, прошедшего публичный тест, говорила и выглядела как человек, чем потрясла весь мир. Это стало возможным благодаря Тириума-310, который имитирует функцию человеческой крови, передавая информацию о энергии внутри машины, но в разы быстрее, чем она происходит у человека. Когда состояние в Киберлайф оценивалось $500 миллиардов, вдруг появились слухи, что Камский разошелся во мнениях со своими акционерами относительно дальнейшей стратегии компании. В 2028 году, в возрасте 26 лет, Камский был признан журналом «Человеком века». Тогда же был записан сюжет канала KNC, рассказывающего о работе Киберлайф. Немного позже, в том же году, Камский покинул Киберлайф. С тех пор он жил уединенно и не появлялся на публике. Камский сконцентрировал прототип Сада Дзен, включающий в себя экстренный выход. Также Камский создал андроид Аманду, куратора серии Коннор, которая выглядит в точности как его университетский ментор Аманда Стерн. Камский был и, возможно, останется в хороших отношениях с известными детройтскими художниками Карлом Минфредом. И после несчастного случая, лишившегося Карла возможности ходить, подарил последнему прототипу андроида РК-200, чтобы тот помогал ему в повседневной жизни. На момент событий в 2038 году Камский живет на вилле на окраине Детройта. Он живет отшельником, предпочитая внимание людей общества многочисленных андроидов Хлой. В сюжете KNC Камский воспринимается как сдержанный, даже скрытый человек. Он утверждает, что его целью является создание машины, идеально имитирующей человека, который сможет принести людям счастье и станет незаменимым помощником, выполняя всю рутину, чтобы люди могли наслаждаться беззаботной жизнью. ЛДЖ говорит, что андроиды умнее и способны людей, но они бескословно послушны, что делает их идеальными партнерами. Камский верит, что социальный переход от отношений между людьми к отношению между человеком и машиной является позитивным, более весомыми для человеческого счастья, чем любые моральные последствия растущей зависимости от технологий андроидов. Камский думает, что изменения в экономике и обществе, вызванные распространением андроидов, являются неизбежным развитием технологий, и мало что отличается
от изображения паровых двигателей, поскольку такой искусственный интеллект облегчает жизнь человека. Он утверждает, что андроиды Cyberlife никогда не будут представлять угрозу для детей, поскольку у них никогда не возникнут какие-либо желания, эмоции или формы самосознания. В главе «Встреча с Камски» он, однако, держится уже прямо противоположных взглядов. Восхищенный девиантами, он описывает их как совершенных и созданий с безграничным интеллектом, обретших свободу воли, о неизбежности конфронтации между андроидами и людьми. Он также говорит спокойно, если даже не с предвкушением, Камски интересуется, способными ли машины к сопровождению, и как они воспринимают других машин, как объекты или как живых существ. Он задает Коннору много провокационных вопросов, вроде «на чьей ты стране» или «чего ты на самом деле хочешь?». Наконец-то Камски предложит Коннору пройти своеобразный аналог-тест Тьюринга, который он назвал тест Камски. Этот тест призван выяснить, способен ли машина к эмпатии по отношению к другой машине. Суть его состоит в том, чтобы Камски готов поделиться информацией, нужной Коннору для расследования по делу о девиантах, но только в том случае, если Коннор застрелит Хлою, его домашнего андроида. Если Коннор пощадит Хлою, Камски заявит, что последним шансом Cyberlife на спасение человечества являются девианты. Он связывает нерешительность Коннору убивать с эмпатией, и Элджай ничего не скажет Коннору о девиантах, если тот убьет Хлою. Если же Коннор убьет Хлою, то Камски согласится ответить на один вопрос. Выбор вирус и RA-9 приведет к тому, что Камски будет говорить загадками, а вот местоположение Ерехона к тому, что одна из Хлои передаст Коннору ключ, который позволит ему подобраться до убежища девиантов. Чтобы не закончилась данная глава, Камски напоследок скажет Коннору, что он всегда, на всякий случай, оставляет в своих программах лазейки. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. МК Камски равняется 171. Журнал «Центр» 2 года подряд назвал Камски человеком года и человеком века. Состояние Камски оценивается в 120 миллиардов долларов. Элджай явно имеет нарциссические наклонности. Об этом говорит портрет в его доме, изображающий Камски в полный рост, а также мнение о том, что андроиды – величайшее творение человечества. Элджай — единственный неигровой персонаж, имеющий по сути свою собственную концовку. В случае, если все главные герои умерли, достигнув главы перепутья, Камски возвращается на должность главы Cyberlife. У Элджай Камски и детектива Дэвида Рида один и тот же актер, захват движения Нейл Ньюбон. Из окон дома Камски открывается вид на башню Cyberlife. Возможно, Элджай Камски с самого начала планировал революцию андроидов в той или иной форме, ведь именно он подарил Маркусу Карлу Мейнфреду. В интервью с Розаной Кортеланд Камски пело. Камски одет в черную футболку с красным текстом на ней. Текст является выдержкой из книги Мэри Шелли «Франкштейн» или «Современный Прометей», в которой прослеживаются тематические параллели со взглядами Элджаями как создателями разумной жизни. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом история про Элджай Камски подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте выполнить действия, которые сейчас на ваших экранах, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Paymaker.